Салям алейкум, дорогие телезрители. Сегодня, как всегда, вечером по средам в прямом эфире АТР программа «Крымский вопрос». И наш сегодняшний гость, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов. Салям алейкум, Ленур бей. Алейкум салям. Сегодня день такой, конечно, никто не верит ни в какие цифры, это всего лишь арифметика, но сегодня 1000-й день аннексии Крыма. Что для вас эти 1000 дней и чего нам удалось за это время сделать, добиться в плане борьбы с тем, о чем мы говорим? Во-первых, еще раз салям алейкум, ватандашларымыз, кто нас смотрит в Крыму. Я надеюсь, все-таки у нас аудитория это та, которая осталась в Крыму. И им действительно очень важно узнать, что же мы здесь делаем вообще вот все это время и чего же мы вообще все добились. Да? Вот наша эта успешность или неуспешность, она или радует, или огорчает всех тех, кто в Крыму. И в том числе и те, которые даже за рубежом смотрят за нами. Создан Конгресс за это время, да, вот всемирный. Как его не критиковали, не говорили, что в Конгрессе, в предыдущем Конгрессе, который был в 2009 году собран, он так и остался на бумаге, ничего не сделал. Этот Конгресс работает. Он живой, определенные решения принимаются, определенная международная, на самом деле, активность, которую делает этот Конгресс, она на сегодняшний момент, она вот в той фазе, когда она сильно не видна. Она видна будет, как мы с тобой любим говорить, когда вместе общаемся, кумулятивно. Да? Вот она накапливается определенные вещи, которые делают, и вот резолюция ООН тому подтверждение. Потому что все-таки я считаю, что с большой на самом деле, как бы поддержкой все-таки Мустафа, потому что он туда поехал, и все-таки продавили и сделали то, что на самом деле должны были сделать, потому что мы живем в таком мире, и должны это прекрасно понимать, в том числе даже наши соотечественники, что мир соткан из разных интересов. То есть ни для кого не секрет, что у разных стран есть свои интересы, в том числе интересы торговать с Россией, там, вести какой-то диалог с Россией, и вообще всячески быть с Россией рядом. Ну, потому что деньги, они всем нужны. И так, ну и все боятся войны, если так по-честному можно сказать. В том числе и это, да. В том числе это, я не стал бы говорить, что все прям боятся, но потому что хотят все нормально жить. Потому что, какой нормальный человек захочет, чтобы там... потому что Путин просто разрушил всю систему, которая до этого держала мир на себе. Абсолютно точно. Помнишь, если мы с тобой, когда выбирали Путина, помнишь, что слышали, видели... Мы не выбирали. Мы с тобой, слава богу, не выбирали, да. А выбирал, но мы были тогда, видели, как это все происходило на телеэкранах. Американцы говорили, who is мистер Путин? Помнишь, там такой был? Who is мистер Путин? Все задавали вопрос, кто такой мистер Путин? Да, он же ниоткуда появился. Серенький такой персонаж, который быстренько вдруг стал премьер-министром сначала, а потом были Гурьянова, взрывы, помнишь тогда, да, вот эти вот дома, и тут же после этого он стал президентом. То есть фактически, по идее, он прямо из ниоткуда выскочил, как черт табакерки, и все думали, как это так происходит. Вот сейчас уже, я думаю, что мир уже точно четко отдает себе отчет, что этот персонаж на самом деле... То есть вот когда он пришел к власти, да. Помнишь, Буш, когда сказал и посмотрел в глаза Путину, Буш-младший, да, я увидел его душу. Да, увидел его душу, да. Мне кажется, ничего он не увидел тогда. Вот сейчас более-менее ясно становится. Нам стало ясно все-таки тогда, когда все-таки произошла аннексия Крыма, да, когда мы поняли, что никакой, на самом деле, вот этой вот... перспективы в том, что что-то собираются хорошее делать в Крыму, у этих господ нет. Поэтому мы увидели то, что они там делают. Что мы сделали за 1000 дней? Понятно, что вот это вот смятение, которое было в самом начале, да, вот это вот то, что мировое сообщество не знало, что делать, мы не знали, что делать. Никто не знал, что делать, абсолютно. И сейчас весь мир, во-первых, он же понял и поставил четкий диагноз, да, тому, что происходит в Крыму, потому что есть это абсолютно четкое определение, да, это нарушение международного права. Это война, фактически. Да, но не все применяют это слово «война». В резолюции ООН есть военная агрессия. Да, что в случае, да. То есть здесь получается, что мы даем уже четкие, на самом деле, определения тем вещам, которые у многих уже были на устах. Это на самом деле очень хороший тренд такой, который дает надежду всем, в том числе тем, кто сейчас нас смотрит. Это очень важно, потому что Украина, может быть, сейчас, да, производит впечатление не самой лучшей державы в плане государственности, по политике, все такое и прочее, но тренд, тот, который именно к освобождению Крыма, он явно прослеживается, потому что мы видим, что определенная тенденция есть. Потому что мир так устроен, он принуждает все остальные страны все-таки выполнять те требования, которые им были возложены, в том числе
Будапештским меморандумом. Но То мы есть здесь... еще можем вспомнить, что не далее как год назад тема Крыма была, в общем-то, на глубоком дне. Конечно, забыта. Она была забыта. Просто всячески это все нам препарировали, говорили, что ребята, там забудьте, пока там у нас сейчас не до Крыма, все такое. Вот сейчас мы видим, что тема Крыма, она актуальна, и весь год, пока была блокада, весь год, пока все это вот все бурлило, естественно, дал повод не терять того оптимизма, который был и должен быть в Крыму, о том, что Крым все-таки вернется. И я считаю, что большая заслуга в этом есть международной дипломатии, и в том числе именно крымско-татарской дипломатии в составе украинской. Это и тот же Мустафа Гаджимилев, который уже дважды ездил вон только за последние, по-моему, полгода. Память мне не изменяет. Это Рифат Чубаров, который везде выступает. За эти, я напомню, что за это время, например, в феврале была принята очень серьезная резолюция Европарламента о преследовании крымских татар и об аннексии Крыма. И много еще, что было. Еще ты не упомянул, это доклад прокурора Международного суда в Гааге, уголовного трибунала, да. И, в общем-то, все это как-то накапливается действительно к тому, чтобы тема Крыма, она точно не уйдет. И я думаю, что Владимир Путин не даст себе никуда уйти своими действиями, что он творит в Крыму, и продолжает в Сирии усугублять. Нас с тобой нельзя отнести к такому, что мы можем кому-то льстить, но в этом ключе, на самом деле, и Мустафа и Рифат Ага, они вообще выполняют функции Министерства иностранных дел Украины. Это мы с тобой нередко говорим, когда общаемся между собой, потому что, по идее, вот ту часть крымский, так скажем, там, отдел, можно назвать, да, тех людей, дипломатов и тех политиков, которые пришли в политику сейчас уже материковой Украины, но Мустафа Ага оттуда не уходил. А Рифат Ага все-таки некоторое время был на полуострове все это время. И он, на самом деле, очень сильно усилил Министерство иностранных дел. Потому что, да, так получилось, что Украина вот в том качестве, которое должна была, как мы хотели бы, она, на самом деле, не могла сама это делать, я имею в виду МИД Украины. И Рифат Ага очень замечательно с этим справляется, с Мустафа Ага. И Аллах Ашкур, и очень мы рады, что все-таки вот их месседж, который они посылают, их присутствие вот на этих международных площадках все-таки играет вес очень большой. Потому что и Мустафа Ага, да, это лидер крымских татар, да, а Рифат Ага это председатель Меджлиса, это выбранный орган, легитимный абсолютно. И поэтому они должны нас слышать, потому что мы коренной народ Крыма. Мы тот голос, который перевешивает любой другой голос, который будет говорить про Крым. Потому что без нас мы никому не позволим вообще решать судьбу Крыма. Никому в мире мы это не позволим. И это очень важно. Еще надо, конечно, сказать, что многое делается организациями общественными здесь, в которых крымские татары довольно активны, и многие из которых они основали, например, Крымсос. Очень много и полезного делается и в Европе, и они делают очень хорошие доклады о правах человека. Недавно они сделали тоже совместно с Западом доклад очень серьезный на тему нарушений национальных репрессий против крымских татар. Тоже они вот на днях его презентовали. Вот они также развернули в мире акцию по пропавшим, точнее похищенным крымским татарам. Это самое громкое, самое последнее похищение, это Эрвин Ибрагимов, который вот буквально будет 27 числа, полгода с того, как Эрвин пропал. Сегодня мы с тобой как раз сделали новость по поводу того, что все-таки отец Эрвина вот теряет надежду и описывает то, что его дом и перемещение его самого и его супруги контролируют какие-то непонятные люди, которые стоят возле дома. Все это такое, знаешь, для Крыма такое обыденное стало, да, что люди сейчас уже привыкли к тому, что это происходит. Но это настолько ужасно, настолько это трагично, когда человек теряет сына, когда мать не видит собственного ребенка, которого вырастила все это время. И действительно, они хотят определенных каких-то, я не знаю, каких-то вещей, связанных именно с их семьей, потому что их сейчас не заботит, может быть, что-то еще большее, чтобы они вернули. И мы такие вот эти акции делали. И молодец Тамила Ташева, то, что эти вот акции возле посольства России делалось. Регулярные. То, что делал Конгресс в лице Дернека в Турции, делали Эрвин Хайда, и то, что сделали Меджипар, вот с ребятами сделали в Москве они наклейки. То есть это все будет увеличиваться, потому что Путин должен понимать, что на любое действие есть противодействие.
Если он собирается вести себя как международный хулиган, а он сейчас так выглядит вообще. Потому что, ну, какой нормальный политик садится с ним за стол переговоров? Это ненормально. И вот когда недавно мы с тобой видели, как там он на ногах, как нам докладывали, там встретился с Обамой, да, вот на ногах. То есть в России-то, естественно, не говорят и не показывают все. Но это действительно позор. То есть, если страна, которая говорила всегда, что мы вторая империя, мы второй Рим, там, или третий Рим, и мы вторая супердержава, которая как бы будет балансировать этот мир, ведет себя как, не знаю, последний, там, я не знаю, хулиган, который украл просто цепочку там, или часы у кого-то, да, то есть это такое вот последнее, то есть россияне, молчаливые в согласии сейчас, они дали добро вот этому персонажу, который называет себя сейчас лидером нации, да, русского мира, так называемого. Они, эти россияне, завтра им придется оправдываться за то, что они молчали, потому что все, что они делают в Крыму, это близко к геноциду, это этническая вот эта вот чистка, которая сейчас происходит в Крыму, и то, что они украли вообще чужую территорию, и во что превратилась вообще сейчас Россия, во что она катится. Об этом, кстати, Обама, как мы не критикуем за его слабость там, в определенных позициях, да? Но помнишь, он очень хорошо сказал, что это для того, чтобы быть второй супердержавой после Америки, нужно собственную экономику затолкать на самое, как бы, там, дно. Ну, да. Да. И с этих позиций... пытаться с нами разговаривать, да. Ну, это логически, действительно, это так. Ленор, кстати, сегодня как раз много было новостей на эту тему. Такая интересная риторика пошла из Крыма и из Москвы. Что, значит, в ООН они поставили вопрос, что Украина душит Крым тем, что не дает воды, а воды им не хватает. На что ему украинский представитель ООН сказал: вы не снабжаете водой воинские части, и вам хватит этой воды. Да? Что, ну, смысл такой, да? И потом вот про этих двух дезертиров, которые перешли из украинской армии после аннексии Крыма в российскую, которые попались как раз на Чонгаре. Наверное, ты знаешь об этом что-то больше, чем я. Про них, во-первых, консульство обратилось, чтобы с ними дали встречу. А во-вторых, Владимир Путин сказал, как вероломно действует украинская СБУ, значит, по отношению к этим несчастным людям, и таким образом показывает свое отношение к крымчанам. Вот это такая странная реакция. Раньше такого не было от Путина, и таких стонов из Крыма тоже не произносилось. Что это значит? Это, помнишь, как Невзоров сказал, что нет ничего хуже, чем романтичный чекист, да, вот это вот из той серии. Я просто хочу сказать, что то ли еще будет, какие еще камни еще будут, так что пусть они тоже там готовятся, это не последний, и еще на самом деле будут такие очень интересные события, будете их наблюдать тоже. Вопрос вот в чем. Если ты украл чужую территорию, то что ты хочешь от мирового сообщества другое получить? Каким образом можно вести дела с тем человеком, который ведет себя по-хулигански, который захватывает, как он говорит, у собственного брата или собственного братишки, да, там, как можно назвать Украину, как называли. Сейчас, естественно, он будет получать обратная сторона маятника. Она качается в эту сторону, сейчас будет качаться в эту сторону. Мы проходили Советский Союз. Помнишь, мы утром встали, а Советского Союза не стало. А это была действительно огромная страна, огромная империя, которая была с кучей КГБшников, если ты помнишь, куча армии было. И что, все, в один момент раз, и все, как комариный укус. А может быть, вот с этими внутренними опасениями такого сценария связано то, что все чаще мы слышим из России, что Крым это навечно, Крым это навсегда, как будто люди сами себя уговаривают. Это твоя переписка последняя с Ходорковским. Ты пытался из олигарха сделать... честного человека. Я вопрос задавал, я не пытался. Я понял. Но мы с тобой понимаем прекрасно, что в сегодняшней России, да, вот в сегодняшнюю Россию взять, они понимают, что они сделали плохо. Они же понимают, люди простые понимают. Но они оправдывают всяческими мантрами, которые им закачаны. Ну, потому что человеку свойственно оправдываться. Он сидит там дома и говорит, а я вот поэтому такой, не выхожу из дома, потому что там вот туда, потому что это. И оправданий куча. Но рано или поздно, когда холодильник будет опустошаться, то есть он будет пустой, то есть да, завтра им... Чем он будет объяснять действия Кремля? Тем, что нам нужен был Крым, и поэтому они завтра будут от него отказываться. Не, может быть, тем, что Ислямов перекрыл все дороги, и из-за этого несчастные крымчане страдают. Ведь, конечно, страна, у которой аннексировали территорию, она обязана всем снабжать оккупантов, помогать Женевская конвенция, пожалуйста, да, Женевская конвенция, пожалуйста, пусть они ее выполняют. Они действительно агрессор, они оккупант, поэтому они должны заботиться о тех людях, которые там присутствуют. Все. И они не должны призывать в русскую армию, которую они сейчас делают. Они действительно забирают, в том числе и крымских татар.
Я вот сейчас хочу пользоваться случаем, чтобы Миллет, чтобы он наш услышал, что ни в коем случае не отдавайте русскую армию. Они отвозят на Донбасс с этой стороны или в Сирию. И обратно этот мальчик не вернется. Поэтому, да, сейчас некоторые вещи, пока мы в Украине сделать не можем, те, которые вот наметили и будем делать, то, что так называемый вот номер воинской части для батальона, ну, это временно. Сейчас это будет. И поэтому ни в коем случае делать нельзя. Нужно сейчас, вот в это время такое, нам нужно определенные вещи с пониманием делать. Народ молодец, народ не теряет лицо. Посмотри, как наш народ держится. Наш народ, находясь там, держится. Наш народ и ходит на суды. Не ходит вот в эти вот сепарские мечети, так называемые, ФСБшные. Народ не идет во власть в той массе, которую, которую хотели бы видеть. Ну, о той массе коричневого цвета, которая ходит во власть, мы чуть позже поговорим. Да, поговорим чуть позже, да. Есть что добавить по этой теме? Нет, нормально. Ну, тогда перейдем вот к этим прекрасным товарищам, которые изображают из себя представителей крымско-татарского народа, на самом деле являются объектом презрения, насмешек и ну, просто иногда негодования, когда люди типа вот этого так называемого муфтията приезжают на международные конференции и лгут в открытую, в глаза глядя всему мировому сообществу, лгут о том, что в Крыму все хорошо, что крымских татар ничто не угрожает, что нет никаких репрессий, нет ничего вот этого. Я имею в виду конкретно в данном случае человека, который называет себя заместителем муфтия. Зовут его, к сожалению, мой тезка, зовут его Айдер Исмаилов. Вот этот прекрасный человек, которому ты позвонил в эфир этой так называемой телекомпании. И если кто-то не слышал, там Ленур Ислямов просто дозвонился в эфир. Было неожиданно, там немножко обомлели и ведущие, и сам так называемый герой. Этот человек, который называет себя замом муфтия. И какой вопрос ты задал? Я вопрос задал, что они будут делать, когда мы вернемся? Это тот вопрос, знаешь, кто из великих людей говорил, что каждый предатель, который предал свой народ, он живет с мыслью о спросе, который будет с него спрошен. Он живет каждый день со страхом, потому что будет держать ответ перед народом. Это кто-то из великих говорил, я уже не помню кто, или Гамзатов говорил, из прозаиков. Потому что страх у них есть. Я вижу страх в их глазах. И здесь ни одними мантрами это не объяснишь. Основная мантра же какая? Есть лидеры, которые убежали с Крыма. Которые не хотят вроде бы жить в Крыму. Да, не хотят жить в Крыму. А вот мы остались, и кто-то же должен заботиться о народе, о том, чтобы вот мы, а раз АТР покинул, там в том числе как бы Крым, да, мы же должны остаться. Но мы видим по практике, это в истории все написано, это тома истории существует. То есть не любит оккупант коллаборантов. То есть в итоге эти коллаборанты заканчивают на самом деле очень бесславно. Хуже все. всех. Хуже всех, да. Мало того, им приходится определенные вещи делать еще и быстрее, еще и сильнее, чем все более остальные. гнусных формах, потому что им доверяют самую гнусную работу. Оправдание того, что они находятся там, и они каким-то образом защищают Крым, мы видим вот на предмете доноса, который написал Муфтий, которого мы все на самом деле уважали, когда там находились, в Крыму. Мы ходили в Кипирджами. Вот сейчас, кто смотрит АТР, вы помните, мы всегда ходили, мы всегда оставались после Джума намаза, разговаривали с муфтием. И я никогда в жизни, кто-нибудь мне сказал бы, я не поверил, что человек будет писать донос и говорить, что вот этого надо арестовать, вот его телефон, и подписываться под этой бумагой. То есть это уже говорим о том, что это уже не совсем еще дно. Может быть, дно уже тогда им дадут самим пистолет, скажут, что теперь ты иди и уже и застрели этого своего брата-мусульманина. Это, кстати, мы наблюдаем в Чечне. Ты знаешь же, кого там берут уже на какие-то должности? Их закрывают в определенных камерах и говорят, вот тебе пистолет, докажи свою лояльность, застрели чеченца. И все, они действительно вот нажимают на курок. И потом как бы кровью себя связывают. Да, связывают, потому что это и есть вот та лояльность, которую они хотят. Потому что это нужен манкурт полный. Вот он полностью должен отдаться, потому что и никаким образом он обратно у него дороги нет. То есть моральное падение этих людей еще не достигло? Еще не достигло. Это Айдер Исмаилов и же с ними, которые там остались, Айдер Ачмамбет. И они были нормальными людьми. То есть, да, может быть, у них помыслы были даже хорошие. То есть, мы же знаем, что делает ФСБ. Да, это подкуп, шантаж, убийство. Все. Здесь не надо искать чего-то другого. Ничего другого они вам предлагать не будут. В итоге полная ассимиляция и уничтожение. То есть другого пути для крымских татар там нет. Это понимают все, кто живет в Крыму, потому что они, думая об этом, да, они отбрасывают некоторые эти мысли. Но это так. Другого варианта не будет, потому что
ЧК, ничего от ЧК хорошего ждать не нужно. И поэтому наша активность здесь, мы не должны дать возможность забыть про Крым. Мы не должны сделать возможности сделать так, чтобы кто-то подумал, что можно на это закрыть глаза, чтобы можно что-то забрать, и все. Это мы коренной народ, и мы как основной гвоздь, как в крышку гроба этого русского мира, как якорь, который мы должны будем притянуть к той земле, которая там есть, всю Украину, весь украинский корабль. Другого варианта у нас не будет. Ну, отвечая на твой неожиданный вопрос, обомлевший слегка поначалу, но потом пришедший в себя вот этот Айдер Исмаилов сказал, что он что-то даже типа угрожал, да? Как там это выглядело? Что... Не, он говорил, что там все по имя Аллаха, там что такое. Ну, это... Нет, кто к нам придет не с добрыми помыслами, что-то вот такое. Мы типа встретим его. Я что-то такое не помню. Но это не важно. Человек 5 раз совершает намаз, да, вот он 5 раз совершает намаз, человек, я надеюсь, и когда он совершает намаз, он говорит, что он просит прощения у Бога за то, что он делает, да, вот это как самурай 2 раза в день должен брать меч, да, здесь 5 раз в день. И каждый раз, когда он падает на саджа, вот сколько ему нужно будет искуплять тот грех, который он совершил против народа, потому что ему, как религиозному деятелю, ему как не знать, на самом деле, что священная война, Газа, которая, когда наступает враг на твою землю и захватывает твою землю, она прописана в исламе. Она прописана, потому что мы должны освобождать. Это лучший путь для любого мусульманина. Это он знает. И когда он, сидя там, призывает к сабру, чтобы все сидели и ничего не делали, война, она может быть же разная. Война, в том числе, даже находясь в Крыму, просто не присоединяться, не делать то, что тебе говорят русские, когда тебе предлагают какие-то деньги, чтобы ты пошел куда-то работать. Это тоже война, это тоже сопротивление. Не обязательно прям с оружием в руках завтра, чтобы кто-то выбегал. Нет. Но это тоже геройство, потому что люди, находящиеся там, они привыкли к этому давлению. Да, знаешь, как вот люди привыкают. Уже 1000 дней. 1000 дней, да. Но они понимают прекрасно, что должна быть перспектива. Так вот, перспектива, она находится на материковой Украине. Да, материковая Украина, может быть, выглядит еще не так, как хотелось бы, да, но она как перспектива того, что мы можем моделировать что-то здесь сами, как гражданское общество. В России разве можно, чтобы гражданское общество что-то моделировало? Там же все это фейковые организации, псевдо. Даже Московская хельсинская группа, вот мы ездили во Львов, я послушал Ковалева, что он говорил, да. Что говорил Подгребенник, да, тот, который живет, Подгребенник, что живет в Москве. Он говорит, я наблюдаю Кремль с окна своего дома. Ребята, если вы не начнете завтра сражаться с оружием в руках против Москвы, вы ничего не добьетесь. В том числе первыми это должны сделать, помнишь, крымские татары, потому что он говорит, путь ненасильственной борьбы, который есть у Меджлиса, у крымско-татарского народа, да, он правильный путь, но он возможен только в одной стране. Это когда вы в гражданском обществе находясь, вы не сопротивляетесь вооруженным путем, потому что вы не хотите действительно там трагедии в собственной стране. Ленур, то есть получается, что Александр Подгребенник больше мусульманин, чем Айдер Исмаилов. Это правда, потому что страх того человека, который 5 раз читает намаз, больше, и иман у него вот настолько, а у этого человека, который, может быть, не читает намаз, но он все равно рожден мусульманином, он бесстрашнее, потому что он уже прошел лагеря вместе с Мустафой Джемилевым. Но страх – это же такая штука, она культивируется внутри. А его надо выжигать. Это как мышца сердечная, ее надо тренировать определенным образом. А что с ними произошло? Вот с тем же Имрали Аблаевым. Это страх на первом месте или что? Помнишь, я говорил, подкуп, шантаж, убийство. Да? Ну вот и все. Я думаю, что на первом же это все и сломалось, по идее. То есть подкуп. Я сейчас даже не хочу придумывать какие-то там вещи. Вернемся к тому, что я говорил, когда каждый человек оправдывает свои действия. Да? Одно из оправданий, что я с народом, все такое прочее. Но народ-то где? Человек останется там, да, но народ к нему... Нет, началось с этого, закончилось доносом. Причем даже не просто доносом, а как бы даже просьбой арестовать. Там не просто сообщали, что вот какой-то человек нехороший, да, там такой-то крымский татарин. А ты знаешь, вот про воду сегодня как раз мы видели репортаж, там это Код ТВ, который вещает в Крыму, где Эскендер Белялов говорил о том, что спасибо лидерам крымско-татарского народа, что у нас воды нет в Крыму, понимаешь? Это тот человек, который ходил на всех курултаях, вот сейчас вот кто смотрит в Крыму, они это все знают, и говорил о Мустафага. Это те люди, которых, в том числе и муфтия, которых Мустафага поставил. Извини меня, не плюйте в руку дающего себе. Да, то есть фактически Мустафага это действительно
сделал очень благо для этих людей. Он их действительно вынес на руках и поставил вот на эти посады, на которых... Это настоящие полноценные предатели в полном смысле. Да, но они сейчас плюют в сторону Мустафага, и таким образом на него это не подействует, потому что на Мустафага ни на него Путин не подействовал, ни Брежнев, ни... Да, поэтому но эти вот шавки, они это лают, это они делают, хотя на самом деле внутри себя... Они понимают, насколько их на самом деле поступки безнравственные, потому что не бывает совсем опущенных людей. Они в любом случае хотя бы на 5 секунд в день они думают о том, что они делают. Мустафа их поставил, и они обязаны все Мустафе Джемилеву о том, что они там вообще сохранились. И они даже, если бы они каждый день сейчас славили Мустафага, они на самом деле не окупили бы того, что он для них сделал. Но они все равно сейчас используются в ФСБ для того, чтобы показывать нам, как они на самом деле как бы не любят Мустафага. А вот буквально несколько дней назад был этот суд над Ахтемом Чийгозом, и когда вот этот Айваз... Да, об этом хотел тоже спросить. Да, это же человек, который... Даже существо, его даже человеком назвать сложно, который на Чийгоза, на члена Меджлиса гавкает оттуда на суде. Там очень интересный Полозов вел, если посмотреть, мы обязательно... Очень хорошо Коля Полозов действительно вел это заседание. Он в качестве адвоката. Да, он действительно уровень адвоката, да, и уровень того коллаборанта, которого подсунули напротив, чтобы не нашлось никого больше. Да, кроме него, всем известного вот этого человека. Да, то есть, если еще материковая Украина его не знает, то в Крыму этого персонажа все знают. То есть, это знают и его папу Бальбека, который как бы там, чей на самом деле как бы щенок. Но это все это понятно, настолько это как бы это все понятно, и вот эта вот русская как бы там нация великая, которая там как бы там ничего больше не нашла. То есть кадров нет. Да, приходится пользоваться из такого вот ссора уже. Да, то есть, да, из какого ссора, то есть вообще кадров нет. Мы это видим по востоку Украины, кадров нет. Мы видим, что в Крыму кадров нет. То есть народ не идет. Это не только со стороны крымских татар такой. Пожалуйста, настоящих русских патриотов, которые понимают, что они не будут делать то, что называется русским миром, так называемым, потому что это тупо просто воровство и просто фальшь и фальсификация всего. Они тоже не идут, они тоже сопротивляются. Кстати, вот такие были брошены упреки, что вот крымские татары хотят зачистить Крым от русских и так далее. А я в Фейсбуке это тоже написал, отвечая в том числе и Михаилу Борисовичу Ходорковскому о том, что мы знаем очень много русских людей из Крыма, которые и приезжают сюда, и приезжают на блокаду, и приезжают в Киев, и помогают, и так далее. Вот что мы, не называя имен, о них рассказать? Знаешь, я вот все-таки Крым представлял как-то по-другому, и вообще определенные вещи как бы там представлял по-другому. Но я был очень сильно удивлен, когда Севастополь, город русской славы, бла-бла-бла, бла-бла-бла. И когда оттуда люди выезжали, они расстегивали рубашки и показывали нам трезубец, и гордились тем, что они ходят там так. И они привозили нам и продукты питания, они привозили нам технику. То есть люди всячески поддерживают. И на сегодняшний день у нас в батальоне есть люди из Севастополя, с города русской славы. Это абсолютно этнические русские, но которые абсолютно не приемлют этот русский мир, который сейчас наступил. Я думаю, что сейчас Севастополь, нас в Севастополе обязательно смотрят по спутнику, и они понимают, о чем я говорю, потому что Севастополь никогда не был русским городом. Севастополь, да, недоволен был той властью, которую делал Янукович, но не Украиной. Да, эта власть была, она антинародная была. Они первые же получили потом. Конечно. После так называемой русской весны их всего лишили, там поставили непонятно кого ими руководить, там и вся эта Конечно, романтика. поэтому эти страшилки в лице разных каких-то организаций там националистических, как бы они придуманы были, потому что другого варианта не было. И да, некоторые как бы там пошли на это. А в основном вот те люди, которые были 26 числа свезены с автобусами 26 февраля. Да. Это же военные, переодетые военные вот на этих автобусах. И вот в этом суде, который был несколько дней назад, Айваза спрашивает, Полозов, а вы видели автобусы? А вы видели вот этих вот людей, которые приехали? Это военных просто переодели в гражданскую форму и привезли. Меняйло тогда был. Тут же Белавинцев был в Симферополе, а там Меняйло. И они просто привозили этих солдат. Это же они были огромным количеством завезены. Да, это было предательство, конечно, глобальное предательство, потому что ГАИ сопровождала части, которые заходили. Да, но это говорит вот о чем, Ленур. Это говорит о том, что сами добровольно русские люди Крыма не выходили в тот день на площадь. Конечно, не выходили, потому что, они граждане Украины были, да. И какой нормальный, вменяемый человек в массе своей будет этому способствовать. Это все было разыгранный сценарий. Другое дело, что этот сценарий, конечно, начался с предательства, да, изначально. Но это предательство было. И этот сценарий был реализован.
И, может быть, даже вот многие очень критиковали, сейчас уже меньше, что вот надо было в самом начале броситься в бой, там все такое прочее, крымский татар. Надо было вооружить, и это все было бы там вот по-другому бы... Нет. Вот Меджлис тогда принял правильное решение. Все-таки и правильно, что все-таки в Меджлисе тогда принимали очень все коллективные решения через споры определенные, через определенные трения, но принимали правильное решение. И вот в этом вот коллективном принятии решения есть соль, потому что тогда народу все-таки удалось сохраниться тогда. В перспективе, конечно, вот сейчас, когда мы подготовимся уже и подготовим, и готовы сейчас уже на многое, это уже будет по-другому сделано, реализовано уже с меньшим количеством жертв и все такое прочее. Ленур, я хотел бы спросить насчет важного события, которое произошло в эти выходные минувшие. Это здесь, в Киеве, собрались представители мусульманских крымско-татарских общин, более 40 делегатов, и избрали здесь, на свободной территории Украины, муфтия, главу Духовного управления мусульман Крыма Айдера Рустамова. Вот коротко об этом событии. Для зрителей, скорее, даже не для меня, поскольку я это в курсе. Я просто, да, это на самом деле как бы тема очень важная, потому что 3 года подряд и хадж, и все его Ураза-Байрам, и Курбан-Байрам, крымские мусульмане осуществляют фактически без поддержки какой-то главы, какой-то нормальной уммы. Потому что все, что происходит в мечетях Крыма сейчас, это давно уже то, что происходит в Дагестане, в Чечне. Это такая ФСБшная история, когда приезжают машины, начинают дактилоскопировать, брать мазки, и вообще всячески унижать людей. То есть мечеть превращается в филиал ФСБ? Абсолютно. Они уже сейчас филиалы ФСБ, потому что все молитвы, которые рассылаются от муфтията, от Думка Крыма, они уже изначально прочитаны и выверены в нужном направлении. Это когда надо перед джума-намазом надо ругать Мустафу Джемилева, всячески обзывать Меджлис, а потом только совершать молитву. То есть человек не готов к тому, что внутри джума-намаза оскорблять какого-то другого мусульманина, какой бы он плохой ни был. Это не для этого этот день выбран, понимаете? Поэтому, а это уже в политику, когда религия переплетается с политикой. Мы понимаем, что политика все-таки и религия где-то могут быть параллельны и даже могут быть переплетаться, но только не в сегодняшнем мире сейчас, который в Крыму. Скорее даже и с политикой, и с национальным движением, с освободительным движением. Причем Эмир Али сам был членом Меджлиса. И тогда, когда мы помним, когда он выбирался в Меджлис, тогда тоже Мустафа, конечно, включил его в список. Он, по-моему, от списка Мелихаха прошел. Это тоже было сделано. Почему? Потому что он хотел таким образом улучшить Меджлис в плане религии. А в итоге он первый, на самом деле, продался как бы там... Но я хотел бы, чтобы буквально несколько слов о новом муфтии. По поводу нового муфтията. Значит, новый муфтият для чего? Для того, чтобы все-таки здесь, находясь, мы показывали пример тому, что мы сейчас здесь, да, мы правительство Крыма в изгнании сейчас пока вот не можем сделать, но этот процесс идет, этот процесс будет. Я считаю, что это должно быть полпредства по Крыму. Дальше, что с муфтиятом? В Крыму в свое время Эмир Али назначили, так скажем. Да, его назначили в Меджлисе. Но сейчас нет смысла говорить уже об этом. Да, я сейчас просто хочу сказать. Сейчас это муфтий, легитимно избранный свободными мусульманами, которые находятся здесь. В том числе и теми, которые приехали с Крыма. Потому что все здесь, которые уже выехали до этого, да, так скажем, внутри этого, и приезжали те люди, которые приехали специально на этот съезд. Приехали и выбрали муфтия, который 38 голосов из 40 набрал. И это очень важно, мы его выбрали свободного человека, причем там были определенные критерии. Тот же Айдер Исмаилов всегда упрекал Эмир Али в том, что у него всего там 2 месяца какой-то там семинарий, где он там изучал ислам, а вот Айдер изучал там где-то в какой-то гуленовской школе, он там изучал в Турции, где-то там что-то изучал. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что муфтий избран абсолютно легитимно, свободно здесь. Но это даже не самое важное. Самое важное то, что сейчас в исторической ретроспективе это было. У нас был Совет Алемов. И вот сейчас собран Совет Алемов. В перспективе там будет 11 человек. Сейчас туда выбрано 5. То есть в итоге будет 9 людей, которые, так скажем, определенным критерием обладают знаний, то есть фикха и религии, которые должны будут находиться в этом Совете Алемов. И 2 человека будут представители Меджлиса, то есть национального движения.
насколько, посмотри, насколько все-таки будут превалировать люди, которые все-таки профессионально занимаются религией. Вот про Айдера Рустамова, Сейчас новоизбранный муфти, он же действительно образование хорошее имеет. Абсолютно насколько точно. Он я знаю, учился да. в Индонезии, да. Он абсолютно такой, очень, если вот помнишь, не помнишь, мы были 18 мая, когда с тобой последний раз на блокаде, мы подходили к непосредственной границе, и выходя, мы с Гордеевым стояли и на митинге говорили там слова поддержки всему крымско-татарскому народу. Губернатор Херсонской области Гордеев. Да, губернатор, да. И тогда Айдер тоже проявил желание выйти на сцену, если помнишь, вот очень интересно его характеризует, мы дали ему микрофон, и у него настолько накопилось как бы эмоций у этого человека, что он просто всплакнул, так скажем, потому что действительно у нас у каждого 18 мая, у каждого из нас это трагедия для нас, да, как бы вот. И вот это его очень сильно характеризует. Настолько это человек добрый, спокойный, взвешенный, и он в хорошем смысле этого слова очень националистически настроен в плане как бы Крыма, потому что он, там некоторые упрекают, а вот он ставленник там Саудовской Аравии, или он ставленник какой-то еще страны. Это чепуха какая-то. Ну да, ну это как обычно, у нас же любят всегда какие-то, так скажем, связи с кем-то придумывать там. Нет, это абсолютно честный крымский татарин, и поэтому, зная его, мы все его знали, и поэтому проголосовало за него такое количество людей. Я хочу о Совете Алемов сказать. Эта организация еще будет довыбирать туда определенных представителей. Там будут те люди, которые в других организациях находятся, религиозных, но они, правда, без права голоса, но они там будут находиться тоже. Мы не стали делать ее закрытой такой организацией, в которой там никто не может попасть, и какую-то такую... Нет, наоборот, это открытая организация. Открытый коллегиальный орган. Абсолютно точно, коллегиальный орган. Демократичный. Чтобы не было так, что один муфтий сказал, или один там вот он сказал, это решение такое, и как бы все. И нет. И потом на одного человека, мы с тобой знаем, всегда вот практика показывает, можно надавить, придумать что-то там, запугать, подкупить. Все что угодно можно сделать. Человек, НАФС никто не отменял. То есть человек это есть человек. Поэтому насколько мы будем коллегиально сильны, насколько коллективно, командно будем работать сейчас, и это очень важно, и тогда у нас будет определенное будущее, перспективное будущее именно с освобождением Крыма. Вот в религиозном формате, который сейчас все-таки собран и сделан вот так сейчас, это даже вот в ретроспективу посмотреть, тогда это не сделали. А вот сейчас это как в хадисе, когда одна дверь закрывается, две другие двери открываются. И это хайрва в этом огромном еще, потому что вот сейчас многие мусульмане, когда услышали, что выбран действительно тот муфтий, которого сейчас выбрали, выбран Совет Алемов, который выбрали сейчас, это действительно знающие люди, авторитетные. Логика сейчас наша какая, в чем была? Мы хотим объединить всех объединить. Для того, чтобы никто не думал, что вот кто-то где-то остался со стороны, и что он как-то по-другому молится или как-то по-другому. Мы сейчас, когда у нас единственный враг – это Путин, мы должны все объединиться и решить вопрос освобождения Крыма. Сейчас нам нет нужды находить какие-то проблемы внутри нас и копаться в чем-то и говорить там, он так молится, нет. Вот этот муфтий, который сейчас выбран, и Совет Алемов объединяет всю умму, которая есть и в Крыму в том числе, и на материке. Во-первых, это перспективная как бы, там, ситуация, потому что связана с тем, что мы можем на определенных площадках, в том числе общие, так скажем, мировых площадках. Безусловно, Айдер будет ездить. Он войдет в комитет в Совет религиозных организаций Украины. Там у нас будут там еще пока еще числится муфтий Крыма, пока там еще числится. Мы должны его тоже оттуда выковырить, потому что ему не место в этих организациях. Да, он не приезжает уже 2 года. Да, но он числится там, да. Все равно формальности никто не отменял. Украина это не Россия, где можно взять, там, перечеркнуть там, и сделать как-то вот так. Нет. Здесь все делается в рамках закона, мы с тобой знаем. И как бы ни было, все нормы выполняются, поэтому... Но остается только пожелать успеха Айдеру Рустамову, новому муфтию и главе Духовного управления мусульман Крыма. Я бы попрощался, но один вопрос у меня остался. Да. В воскресенье будет большой гала-концерт. Я даже заканчивать вопрос не буду. Расскажи, пожалуйста, подробности, что, где, когда. Мы определенным образом, когда понимали, что давление оказывается не только на членов Меджлиса и членов Курултая, и как членов национального движения в Крыму, мы понимали, что давление оказывается и на артистов. Вот существует телеканал Код ТВ, да, на который, естественно, эти артисты постоянно давлением приглашаются. Да. Очень многие туда не ходят. Молодцы, они держатся. И таким образом мы хотели бы, чтобы все-таки те люди, которые действительно, мы их называем бойсен-маган, не сломленные, не скоренные, да, как мы говорим, вот те люди, чтобы мы их здесь, на материковой Украине, чтобы их увидел народ,
именно внутри тех людей, которые называются авторитетнейшими среди крымских татар. Это Мустафа Ага, это Рифат Ага. Это все те, члены Меджлиса, которые здесь находятся, которые оттуда приедут. Все те, чтобы мы в один день на этом патриотическом концерте, чтобы мы все объединились. И вся Украина увидит. И вся Украина увидела, насколько мы прекрасны в плане культуры, потому что очень многие вещи мы показываем сейчас с архива. Да, мы не можем сейчас в Крыму снимать концерты и делать какие-то там шоу там в плане культуры нашей, так как мы делали тогда, когда был телеканал там. Но этот концерт очень важен. Я хочу, чтобы сейчас каждый крымский татарин и каждый патриот, тот, который поддерживает Крым в составе Украины, обязательно купил билет туда и пришел, поддержал этот концерт. На этом концерте будут и маленькие артисты, которые выиграли на конкурсе «Татлысес», их очень много, молодежи маленькой. И будет Джамала, то есть будут весь спектр... Все, что есть в крымско-татарской музыке, искусстве. Да. И там будут читаться стихи. Эти стихи патриотические Наман Челбиджхана, Шакир Селима. Это будет обязательно сделано. Там будет Ахтем Титаблаев будет открывать концерт. То есть это очень важно для нас. Мы в одном месте все-таки объединившись, сказав друг другу и со сцены, сказав определенные вещи, чтобы услышал Крым. Он будет идти в прямом эфире на весь Крым. Я Крым приглашаю именно 27 числа включить телевизор, АТР и смотреть. Ровно в 19:00 начнется этот концерт. И еще, кстати, и не поздно взять билет и приехать в Киев. Если действительно есть такая у вас есть посыл, это очень важно для нас, чтобы вы приехали и поддержали нас здесь тоже, в том числе все вместе, чтобы мы были. Насколько нас будет больше, настолько нас лучше здесь, на этом концерте. Мест там достаточно. Это Freedom площадка. Билеты есть в Карабасе. Karabas.com можно зайти и там приобрести билеты. Важно другое. Важно, чтобы и материковая Украина в этот день нас смотрела, и Крым. Одновременно. Мы хотим все-таки этим концертом объединить сейчас Крым с Украиной и в дальнейшем, а потом уже не отпускать его из рук. Чоксал, Ленурбей. Это действительно будет мощнейший концерт. Билеты онлайн приобретаются за минуту. Не пропустите. В воскресенье Киев, зал Freedom, 19:00. Ну а мы увидимся в программе «Крымский вопрос» ровно через неделю, в среду. Всего вам доброго.